Салам алейкум, хурматлы милләттәштәр. Здравствуйте, уважаемые друзья. Эту тему я хотел бы посвятить анализу того, какие республики, какие народы имеют шансы на независимость. Поговорить об этом, потому что, на мой взгляд, не все национальные республики, не все народы получат независимость в предстоящую большую смуту, ну или, как я ее называю, час X. Возможно, то, что я скажу, кому-то не понравится, кто-то обидится, но я считаю, что на правду обижаться нельзя, а наоборот, это будет руководство к действию, к анализу, к размышлениям и, возможно, к более решительным действиям для того, чтобы обрести независимость. Как я сказал, что я считаю, не все национальные республики, не все народы в предстоящую большую смуту, ну или, как я ее называю, час X, смогут получить независимость. Почему? Ну, потому что, во-первых, есть такие национальные республики, где коренной народ, государствообразующий народ не составляет большинство, и где большинство населения составляют русские. А как правило, русское население, оно не горит желанием, чтобы эта национальная республика обрела свою независимость. И, как правило, оно противится этому. И там, где оно составляет большинство, это русское население, там будет очень сложно. Конечно, если было бы хорошо, если бы получилось бы убедить русское население этой национальной республики в том, что независимость – это благо, благо для всех, для всех народов, проживающих в этой республике, тогда да, конечно же, а, тогда независимость можно будет получить бескровно, практически без проблем. И это хорошо. Но, как я сказал, уже, к сожалению, большинство русского населения всегда выступает против того, чтобы та или иная национальная республика, проживая в этой республике, получила независимость. Поэтому здесь будут большие сложности, и я о них в будущем чуть попозже расскажу, какие трудности. Также многие народы на сегодняшний день абсолютно банкрутизировались, ассимилировались, забыли свои корни, аполитичны, никак не участвуют вообще в политике, в отстаивании своих прав. Нету национальных движений, нету лидеров. К сожалению, такие республики тоже есть. И я вообще все национальные республики, все народы разделил на три группы. Первая группа – это те, у которых есть большие шансы получить независимость. Вторая группа, у которых есть шансы получить независимость, но для этого придется пойти возможно, приложить большие усилия и, возможно, пойти на большие жертвы. И третья группа, у которых практически нету шансов. Совершенно призрачные шансы, чтобы получить независимость. Сразу хочу сказать, что надо отметить такой момент, что получить независимость возможно будет всем, абсолютно всем, но это будет только в том случае, если Российская Федерация самоликвидируется. То есть центральная власть распустит Российскую Федерацию, и таким образом она прекратит свое существование. Ну, как это произошло, допустим, с СССР. В этом случае все национальные республики получат свою независимость, потому что они по Конституции Российской Федерации и по своим конституциям являются государствами, обладают всеми атрибутами власти, всеми атрибутами государства. И, соответственно, как я сказал, тогда, конечно же, проблем не будет. И возможно даже, что получат независимость не только национальные республики, но и регионы. Как мы знаем, есть регионы, которые также борются за свою независимость, и у них очень сильные движения региональные, регионалистические. Вот, так что шанс такой есть, что Российская Федерация самоликвидируется. Но я считаю, что это очень призрачный шанс. Такое развитие событий, я считаю, маловероятно. Поэтому я исхожу из того, что
получить независимость, придется для этого нам всем очень сильно потрудиться, поработать, возможно, приложить большие усилия, возможно, пойти на большие жертвы для того, чтобы получить независимость. Итак, начну с группы, у которых практически, как я считаю, нету шансов получить независимость. Если перечислять эти народы, то это карелы, хакасы, алтайцы, нагайцы, удмурты, коми, пермяки и адыги. Вот у этих народов шансов, я считаю, практически нету. Ну, коротко пройдусь, да, по этим народам. Итак, карелы. Карелы, хоть Республика Карелия и находится на краю, имеет внешние границы, выход, да, к независимому государству, однако самих карелов в республике всего 5,5%. Это практически говорит о том, что вся республика населена русским населением. И если оно не захочет, чтобы Республика Карелия получила независимость, чтобы карелы обрели независимость, тогда шансов у карелов практически никаких нету. Какое бы сильное не было у них национальное движение, хотя у них не сильное национальное движение, какое оно не было бы пассионарным, даже если она пойдет на вооруженный конфликт, шансов практически нету. Ну, сами подумайте, да, 5,5% населения. Что это? Это вообще ни о чем. 90 с лишним процентов русских, они просто задавят Карел. Поэтому я считаю, что у Карелии шансов мало. Дальше. Хакасы. Хакасы то же самое. Хакасы вообще не имеют внешних границ. Их всего 12% в республике. Подавляющее большинство русские. Сам народ практически, но никак себя не проявляет. У них нет никакого национального самосознания. Ну, по крайней мере, я его не видел на протяжении многих десятков лет. У них нет национального движения, нету лидеров, нет уже вообще никакого желания получить независимость. И такое чувство, что ну где они, где спят, да, и они практически все ассимилировались. Еще Айрат Дильмухаметов говорил, он сидел в колонии поселения в Хакасе, он говорил, что хакасы это практически вымерший народ. К сожалению, поэтому я их отнес к группе, у которых практически нету шансов получить независимость. Алтайцы. Республика Алтай. Республика имеет внешние границы, но самих их там чуть-чуть больше 30%, больше 50% русских, там 56%. Национальное движение практически нету никакого, я не слышал, чтобы там у алтайцев было национальное движение. Лидеров нету. Народ практически ассимилировался, и национальное самосознание очень слабое. Возможно, в час X, когда наступит большая смута, у них появятся лидеры, появится национальное движение, и появится желание получить независимость. Тогда, возможно, у них появятся какие-то шансы. Если еще их поддержат казахи, которых проживает достаточно много в этой республике, тогда, как я сказал, появится возможность получить независимость. Дальше. Коми. Коми тоже не имеет внешних границ. В республике их коренное население насчитывается там чуть больше 20%, 23, по-моему, процента. Огромное количество русского населения, слабое национальное движение. Хотя вот в 2017 году, когда был конфликт, языковой конфликт, они себя проявили, в принципе, достаточно сильно в отстаивании своего языка. Но сейчас, как я сказал, национального движения практически нету. И вот я перечислил все моменты, которые осложнят приобретение независимости у республики Коми. Нагайцы. Нагайцы, ну, они вообще не имеют своей национальной республики. Я имею в виду тех нагайцев, которые заявляют о том, что они хотят образовать республику в Астраханской области со столицей в Астрахани. У этих нагайцев практически нету никаких шансов.
Шансы есть только у тех нагайцев, которые у тех нагайцев, которые проживают в Ногайском районе Республики Дагестан, что они вместе с Дагестаном отделятся, ну и, возможно, там как-то потом самореализуются. А так вот у тех нагайцев, которые проживают в Астраханской области, у них шансов нету никаких. Адыги. То же самое. Республика Адыгея входит в состав Краснодарского края. Процент населения очень маленький, там чуть больше 20 тоже процентов. Поэтому шансов очень мало получить независимость. Если они только будут надеяться на черкесов, на Карачаево-Черкесию, да, но у черкесов, у самих будет очень много проблем для того, чтобы... Конечно, у них есть все шансы получить независимость, но у них будут свои проблемы, и явно им будет не до Адыгеи. Поэтому как я сказал, у адыгейцев очень мало шансов. Удмурты. Удмурты, к сожалению, в своей республике тоже составляют чуть больше 20%. Огромное количество русских, там больше 60%, по-моему, там, да. И очень печально, конечно, эта республика находится рядом с нами. В Поволжье, я имею в виду Урал-Поволжский регион. Поэтому у них тоже очень маленькие шансы. Но у них есть шанс, о которых я скажу чуть позже. Вот у этих перечисленных народов шансов, я считаю, что нету. Или там очень мизерные, очень призрачные шансы получить независимость. Следующая группа, у которых есть шансы получить независимость, но для этого им придется приложить большие усилия. Возможно, пойти будет на жертвы, чтобы получить независимость. Это татары, башкиры, чуваши, буряты, марийцы, Эрзя и Мокша. По Мокше надо отдельно сказать, что у этого народа будет шанс получить независимость, если они будут действовать совместно с национальным движением Эрзя, которое достаточно пассионарное. Вот. Если они будут действовать отдельно или вообще никак не действовать, то у Мокши шансов практически никаких нету. Почему я в эту группу отнес такие крупные народы, как башкиры, татары и чуваши, и считаю, что им будет сложно получить независимость? Нет, получить независимость есть, шансы все есть, но для этого нужно приложить большие усилия. Почему? Во-первых, начнем с Чувашии. Чувашии в республике большинство населения, больше 60%, но они очень близко находятся к Москве, к центру, да, и у них очень не такое сильное национальное движение. Если они будут действовать в союзе с другими национальными движениями Урала-Поволжья, тогда шансы возрастают. Дальше Татарстан. Татар больше половины населения в республике, больше 50%, но русских очень много, там 39%. Сразу хочу сказать, здесь такой момент, что я исхожу когда я называю проценты населения, я исхожу из переписи населения, из последней переписи населения, просто потому, что не могу опереться на что-либо другое. Нету никаких других данных. Поэтому будем исходить из того, что есть. Возможно, и я считаю, что, скорее всего, так оно и есть, что эта перепись не отражает реального положения вещей. Я считаю, что, возможно, русское население во многих национальных республиках приписывают. Их, скорее всего, меньше, чем по официальной статистике. А коренного населения, возможно, больше. Но мы это точно не знаем, и поэтому давайте будем исходить из того, что мы сейчас имеем. Официальную статистику. Так вот, татары имеют больше 50% населения, но также не имеют внешних границ, поэтому сложно будет получить независимость. Башкиры также не имеют внешних границ, но русских, конечно, меньше, чем в Татарстане. Русских
и 2/3 населения это тюркский мусульманский народ, татары и башкиры. Но здесь у башкирам надо будет договариваться с татарами. И если не получится договориться ни с татарами, ни с русскими, то придется пойти на большие жертвы для того, чтобы получить независимость. Возможно, положить тысячи и десятки тысяч людей, если вот эти два народа будут абсолютно против. Но я считаю, что, скорее всего, все-таки татары поддержат башкир в независимости. Почему? Потому что татары Башкортостана будут заинтересованы в том, чтобы Татарстан стал независимым также. Поэтому я считаю, что без Башкортостана Татарстану очень тяжело будет получить независимость. Без Татарстана Башкортостану будет тяжело получить независимость. Поэтому мы все здесь взаимосвязаны. И если мы все, вот эти все народы объединимся, и татары, башкиры, чуваши, марийцы, удмурты, эрзи и мокша, объединимся, то шансы есть будут у всех получить независимость. Объединимся, я имею в виду в усилиях, я не имею в виду территориально в какую-то конфедерацию, там, да, а именно в усилиях поддерживать друг друга при обретении независимости. Дальше переходим к бурятам. У бурят тоже проблема в том, что они не составляют большинство своей республики, их чуть больше 30%, и огромное количество русского населения, больше 60%, что-то около 65 или 66%, да. К тому же буряты там рассчитывают вернуть себе свои другие территории, которые когда-то у них отобрали, но я считаю, что это на сегодняшний момент это нереально, и я считаю, что это неправильно. Неправильно почему? Потому что я считаю, что сперва нужно получить независимость в своей республике, закрепиться в ней, стать там большинством, и потом уже присоединять те территории, которые когда-то были отобраны. Это будет правильный ход событий, правильный ход действий. Если же сейчас уже начать, не составляя большинство в своей республике, начать воевать за свои бывшие территории, то это может просто похоронить идею независимости, это может распылить силы и потерять огромное количество людей, так и не добившись независимости. Ну, наверное, у другие народы, которые я не перечислил, я считаю, что у них есть все шансы получить независимость, большие шансы. Это в первую очередь, конечно же, чеченцы, Тыва, якуты, калмыки. У калмыков тоже надо здесь отдельно остановиться. У них выход к независимым, другим независимым государствам есть только через море. Вся сухопутная граница, она, конечно, находится внутри, окружена русскими территориями, и сложно будет здесь, конечно же, тоже. Есть свои проблемы, но все-таки их большинство в своей республике, и очень сильное национальное движение. Я думаю, что у них шансы большие получить независимость. Все народы Северного Кавказа, конечно же, у них шансы большие. Большие шансы получить независимость. Я считаю, что у них все получится. Вот. Также надо отметить, что есть такой момент, что есть как человеческие жертвы, да, на которые, возможно, придется пойти при получении независимости, так и есть и территориальные жертвы. Что это такое? Сейчас я коротко попытаюсь объяснить. Допустим, что есть какая-то национальная республика, где коренное население проживает в какой-то части ее, а русское население проживает в другой части. И какие шансы есть у этого коренного населения, у этого республикообразующего народа получить независимость, да? Здесь первый вариант. Если они захотят, чтобы вся республика полностью отделилась, тогда им нужно будет пойти на жертвы, возможно. Если русское население не захочет, чтобы эта национальная республика получила независимость, как я уже говорил ранее, придется пойти на жертвы, возможно, придется пойти на конфликт,
на вооруженный конфликт. Возможно, придется положить тысячи или десятки тысяч людей. Тогда в этом случае и проявить, скажем, силу воли, идти до конца, тогда есть шансы получить независимость на всей территории этой республики. Сломать через колено желание русских, чтобы эта республика не получила независимость, сломать это желание русских и добиться независимости. Это первый вариант. Второй вариант. Конечно же, здесь еще надо так учесть, что надо попытаться будет, возможно, получится договориться с русским населением, как я говорил, да. Это будет прекрасно. Итак, второй вариант, как можно будет получить независимость, это когда коренное население данной республики, проживая компактно в одной ее части, отделяется с этой ее частью и отпускает ту территорию, где проживает компактно русское население. В этом случае, конечно же, это территориальная жертва. Часть республики придется потерять, но другая часть с компактным проживанием коренного государствообразующего народа отделяется практически бескровно. Возможно, вообще бескровно. Отделяется и получает свою независимость. Ну и третий вариант, самый плохой вариант, это остаться в составе этой империи и медленно угасать, ассимилироваться и исчезнуть, да, раствориться в русском народе. Вот такие есть моменты, вот такие есть варианты, вот такие есть варианты развития событий. И здесь надо учесть, что вот когда я говорил, что татары, башкиры и чуваши имеют шансы получить независимость, я опирался на то, что их много. Все-таки эти три народа имеют численность каждый больше миллиона населения, да. А вот у Эрзи, у Мокша, у марийцев, у удмуртов, у бурятов, у них шансы есть, но населения не так много. И когда, если возможно, придется пойти на какой-то конфликт, на вооруженный конфликт, с силой, с оружием в руках отстаивать свою национальную, свою независимость, здесь, возможно, может не хватить людского ресурса. И если, скажем, у Эрзи, у Мокша, у марийцев, у удмуртов есть возможность объединиться вместе с татарами, башкирами, чувашами и как-то совместно действовать, отстаивая свою независимость, то у конечно, бурятам будет сложно. Потому что рядом нету помощи, и если только на Монголию, но я сомневаюсь, что Монголия будет влезать в этот вооруженный конфликт. Ну да, вот, то есть Бурятии надеяться можно будет только на Монголию. Вот такие расклады. Здесь надо будет хорошенько подумать всем лидерам, всем активистам, всем националистам, в хорошем понимании этого слова, конечно же, как действовать. Здесь вообще вопрос возникает, насколько сильно есть желание у этих народов получить свою независимость, осознавая, что возможно, придется пойти на жертвы, на большие жертвы, потерять часть своего населения, часть своего народа, да. Вот такие варианты, потому что я считаю, что независимость просто так не дается. Никто не принесет независимость на блюдечке с голубой каемочкой. Тем, кому приносят такую независимость на блюдечке с голубой каемочкой, как правило, очень быстро ее теряют. Как пример, это вот Беларусь или Туркменистан, да, из бывших союзных республик. А те народы, которые боролись за свою независимость, проливали кровь, как правило, они сегодня достаточно более свободно живут. Поэтому за независимость придется бороться. Я не питаю иллюзий, что она достанется нам очень легко. Поэтому я считаю, что мы, башкиры, здесь я могу говорить только о себе, о нашем народе, о национальном башкирском национальном движении. Я считаю, что мы должны быть готовы с оружием в руках отстаивать свою независимость. У нас численность есть для этого.
объединившись с другими народами Уральско-Волжского региона, у нас есть шансы, чтобы получить независимость. Да, тяжело будет, но я думаю, что мы справимся. Мы всегда были в авангарде национальных движений, и у нас очень богатая и сильная история, поэтому я считаю, что сильная история национального движения имею в виду. Поэтому я считаю, что надо бороться, надо бороться. На этом все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, распространяйте его, пишите в комментариях, обсудим, подискуссируем. Тот, кто хочет помочь башкирскому национальному движению финансово, в описании есть ссылки, как это сделать. Буду благодарен. На этом все. Хаубова, хурматлен милләттәштәр. Осрашанга тиклем. Всем всего хорошего. До свидания.